Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtil. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. И сянмесез, херматные дослар, здравствуйте! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан, очаровательная актриса театра Камала Дания Нуруллина. И сянмесез, Дания Ханым. И сянмесез, Руслан, и сянмесез. Не с пустыми руками, да, я смотрю. Я к вам не с пустыми руками пришла. Я вас приглашаю на спектакль, где я сама участвую. Спектакль «Любишь, не любишь» – это премьера прошлой осени. Да. А после программы мы чай попьем. Большое спасибо, Бигзур Ахмед. Большое спасибо. Дания Нуруллина, актриса Камаловского театра, народная артистка Республики Татарстан, заслуженная артистка России. Родилась 23 августа 1946 года в Казани. В 1966 году окончила Казанское театральное училище, курс Наджиба Гайнуллина, и была принята в труппу Академического театра имени Камала, где и работает по сегодняшний день. Актрисой создано много ярких и запоминающихся образов. Айсулу в спектакле «Миркай и Айслу», Гарпина в спектакле «Зитья Григория», Марфуга в спектакле «Голубая шаль», Гульбану в спектакле «Ходжана Средин» и Мухлиса в спектакле «Любовь бессмертная». В марте 2015 года за роль старухи в спектакле «Любишь, не любишь» по пьесе Флорида Булякова Дание Нуруллиной была вручена премия «Тантана. Триумф» в номинации «Лучшая женская роль». Лучший подарок нашей программе – это вкусно приготовленное блюдо. Что мы будем готовить? Руслан, мы сегодня будем готовить яблочный пирог. Алма. Алма беляши. Для начала работы нам нужно доску. Так. Куна тактасы. Куна тактасы. Пожалуйста. И скалку. Самый любимый предмет наших девушек на кухне – скалка. Так. Хазир, я вас заставляю яблоки нарезать. Сначала наливаем стакан молока. То есть у нас будет дрожжевое тесто? Дрожжевое, да. Стакан молока теплого и с горкой сухие дрожжи, чайная ложка. Вот так. Так. Ну вы так прям все плавно говорите, как будто уже не первый день на кулинарной программе. Мне нужен сахарный песок. Так, сахарный и песок, столовую пожалуйста. ложку. Так. Можно деревянный. Давайте я помогу. Сколько? Да, столовую ложку. Целую? Да. Так, и можете засыпаем. оставить, я мешаю. Как часто вы готовите вообще? Расскажите, пожалуйста, Дания. Ну как часто? Конечно, часто приходится. Мы сейчас живем с внуком вдвоем. Жили сначала с дочерью, втроем жили. Но 4 года тому назад я свою дочь потеряла. У меня большая трагедия была. Но, несмотря на это... Жизнь продолжается? Продолжает. Что же делать? Я готовлю теперь внуку. Ну, какие любимые блюда? Что любит. готовит бабушка для него? Он любит и блины, и мои пироги, кастабей, из супов любит лапшу, борщ. Настоящий татарский внук. К чаю любит очень, ватрушки. Ну, наверное, не сравнится с вашим детством. Вы же родились у нас после войны буквально Да, сразу. Да. Ваши есть любимые блюда детства? Ой, я уж не помню сейчас. Картошка печеная в печке, мама. Ну, блины делала мама. Кабартма, кастабей, эти блюда были. Так, Они были всегда и будут всегда. Да. Так, закрываем. Да. А теперь я занимаюсь тестом. Так, вы мне посоветуете, как яблоки нарезать? Можно вот так. Так, ну все, направление мне понятно. Ага. Надеюсь, не подведу. 3 стакана муки мне нужно, Руслан. Так вот, стаканчик, Да. пожалуйста. Так.
Даниапа, Ау. первый мой вопрос. Ага. Расскажите, пожалуйста, мечтали ли вы с детства стать актрисой? Да, мечтала. Ну, я знаю, у вас была творческая очень семья, где всегда пели, всегда были песни, баян, Да. всегда были гости. То есть оттуда вся эта любовь к сцене? Правильно. Папа, мама у меня были они верующие, но несмотря на это, они любили гостей, родных звать. Они нам все время говорили: не забывайте друг друга. Вот у них была не то что гулянка, а вот именно родные всегда были дружно между собой, чтобы они сплоченно жили, друг к другу ходили в гости. Это сейчас, вот кстати, очень именно актуально. Да. Сейчас же А интернет, сейчас- все по телефону переписались, Да. никто не приходит в гости. А там вроде на столе ничего такого особенного нет, а то, что вот песни, пляски, и между собой они разговаривают, беседуют, это самое главное. Мы 3 стакана муки положили. Мгм. Теперь 200 грамм сливочного масла надо сюда. Так. И все тщательно И перемешать. мне соль, А, чуть-чуть еще соль. Так. Которая говорит, щепоточку. Я нашла, Болда. Это нужно все руками. Размять надо с мукой сливочное масло. Мгм. У нас уже здесь дрожжи поднимаются, видишь, Да, Руслан? да. Процесс пошел. Пошел, да. Наше молоко И дрожжи и добавить. дрожжи, да, добавить сюда. Ага. Вот так. Я предлагаю рассказать нашим зрителям все-таки, с чего начиналась ваша карьера. Вот я уже начала говорить. Папа, мама любили у нас своих родственников звать. А мне было тогда лет, наверное, 6. Я на краешек кровати сяду и смотрю, как они танцуют, как поют. С этих лет, видимо, тяга к искусству у меня началась, да. Когда я стала учиться в школе, с 5 класса я в Казани, где были дворцы культуры, тогда же очень много было кружков, а я вот в танцевальный кружок записалась. И в школе был кружок танцевальный. То есть вы на сразу на несколько кружков ходили? Да, да. И где-то в 8 классе мне девочки показали объявление, что принимается в театральное училище студентов. Руслан, у меня тесто готовое. Теперь нужно полиэтиленовый пакетик. На минут 20, на 15 ставим просто в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. Мы продолжаем готовить наш яблочный пирог. Яблоки у нас готовы. Также мы промыли немножко изюма для начинки. Да, у нас все есть. Сахарный песок. Сахарный песок мы тоже приготовили. Осталось проведать тесто, которое 20 Да. минут у нас Прошло. остужалось в холодильнике. Да, можно уже. Так, Мне таба Пожалуйста. керек, таба хазір, сковороду. так. О, Ну, отлично. сковородочка, что надо, здесь на Да. целую трупу хватит. Руслан, нам нужно масло, чуть-чуть намазать надо. Так, растительное. Сковороду. Растительное можно чуть-чуть. Так, вы Можно. расскажите нам, вот пошли вы поступать в театральное училище. Да, после 8 класса я пошла сдавать экзамен. Вот там нужно было стихотворение рассказывать, какую-нибудь басню, как всегда. Ну, видимо, я не очень подготовилась. Ну, что 8 класс, 15 лет. Что я там еще знаю больно-то Что я еще рассказывать. видела? Да. Я, значит, прочитала, и все ждем список, кто кого взяли, кого не взяли. Выходит секретарша, и она читает. Всех прочитала, а меня нет. Я стала плакать. Плачу, все ушли, а я с портфелью стою около двери. Плачу, 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 значит, так долго. И вдруг выходит высокий мужчина. Я говорю, а вы почему меня не взяли? Я хочу учиться театральным. А он так смотрит на меня, высокий. Доченька, говорит, подрасти еще, потом придешь. Через год Да, через год. Даниапа выросла, и 9 её класс взяли сразу. закончила. И опять прием был в театральное училище. Я прошла 3 тура. Меня приняли. И главное, что интересно, Руслан, я попала в курс у этого высокого мужчины, Того самого мужчину. который меня не принял. Это был, знаете, кто? Сын выдающегося драматурга, писателя, гениального Нақи Исамбет, Прозат Исамбет был. Это судьба. Да, это судьба. Я попала
у него учиться первый курс. Я стала такой дисциплинированной, трудолюбивой студенткой. Я всегда исполняла все, что задавали. Руслан, у нас для пирога низ готовый. Так, давайте. Так. Табаны без майладок, все смазали растительным маслом. Азгана нашелай. Вот так. Немножечко Выравниваем, да? Выравниваем, да, чтобы не было дырочек. Вот, стенку такую делаем. 4 года мы учились. А знаете, какие талантливые педагоги были у нас по сцене речи Асия Хайруллина, по актерскому мастерству Прозат Исамбет, Рифкат Бекчентаев, Нажиб Гайнуллин, по сцене движения Асфендиярова Шахсыным. Такие Это звезды актеры. театральной жизни того времени. Сначала всегда крахмал. Немножечко, на основании. Потому что сок выделяет, Яблоко выделяет сок. и может тесто деформироваться. Поэтому Вот такой секрет приготовления яблочного пирога я еще не обычно слышал. И малиновый, когда пирог, начинка малиновая тоже можно. Все. Теперь яблоки. Яблочки. Давайте я помогу. Яблоки вот так. Сейчас. Осторожно. Равномерно, очень плавно, нежно. Некоторые есть женщины, которые раз, а я вот Вот за свою карьеру вы помните, сколько вы ролей сыграли? Ой, знаете, когда был юбилей, 50 лет мне, тогда было 60 ролей. И я сейчас не знаю. Но уже мне сколько. кажется, уже к соточке вы приближаетесь. не знаю уже, за сколько А любимый, вот расскажите считаю. пару-тройку любимых. Знаете что, в нашей работе вот нельзя говорить, это любимое, это нелюбимое, это моя работа. Эпизод ли, большая роль, характер, ну любые работы. Я вообще не выделяю главную роль. Нет, песок мне нужно. Песок пока, да? Я выучилась, дипломный спектакль у нас был. Режиссеры приходили, смотрели, себе выбирали актеров. А до этого я на 2-м курсе уже участвовала в театре. Они меня видели, как я работаю. Вот первая роль у меня. Тогда Ширазан Сарымсаков, главный режиссер театра. Он преподавал в театральном училище. Он, видимо, следил за мной. Тогда он начал работать над пьесой башкирского драматурга Мустая Карима «Ночь лунного затмения». Вот он мне предлагает роль. И я играю премьеру. Представляете? Такая 18 лет. 18 лет среди таких корифеев. Вот я заканчиваю театральное училище, и после дипломного спектакля меня сразу принимают автоматически в театр на работу, уже как актриса академического театра. Тогда в этот период уже в театре руководил театром главный режиссер Марсель Салимжанов. И изюм можно чуть-чуть, вот мы, можно песок положили. И я немножечко вот корицу посыпаю. Вот, чтобы был яблоко аромат. с корицей сочетаются всегда. Да, аромат. Руслан, мне масло надо. Так, пожалуйста, масло. Да, чуть-чуть. Оно сочнее будет. Крышечку. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Теперь Защипываем края. края защипываем, да. Сколько готовится вот яблочный Ну, пирог? это минут 40-45. Вообще, я люблю печь. Сама много не ем. Я люблю угощать. Маслом не надо мазать. Вверх надо вилочкой, да, чтобы вот немножечко воздух выходил. Все, готовый. Теперь духовку на 40-45 минут. Вот он, настоящий яблочный бәлеш. А попробуем его совсем скоро. Алла верса. Алма бәлеше. В стакан теплого молока добавили сухие дрожжи и сахар, размешали, накрыли крышкой и оставили подниматься. Муку соединили с размягченным сливочным маслом, посолили, добавили подошедшие дрожжи и замесили тесто. Готовое тесто скатали в шар и убрали в холодильник на 20 минут. Яблоко нарезали тонкими дольками, тесто разделили на 2 неравные части, большую раскатали и выложили на сковороду, смазанную маслом. Присыпали тесто крахмалом, разложили яблоки, изюм, присыпали сахарным песком и корицей, положили кусочки сливочного масла. Закрыли раскатанной крышечкой и отправили в духовку на 40-45 минут.
Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни», и мы сегодня продолжаем с народной артисткой Татарстана, заслуженной артисткой России Данией Нуруллиной. Дания ханым, сготовим братапкар Бигзор Ахмед. Большое спасибо, что вы сегодня в гостях. Спасибо за яблочный бялеш, который совсем скоро мы попробуем. Ну а сейчас у нас есть еще несколько минут, и я знаю, у вас есть рецепт. Мы, Руслан, сейчас с тобой сделаем такой салат, называется дачный. Как раз самое время сейчас. Из свежих овощей. У нас перец, пожалуйста, Перчик. тебе резать. Да, огурцы. Огурцы, помидоры, я так смотрю, да? Помидоры, да. Редисочка. Редиска. Потом зелень у нас. Так что и в конце кукуруза. Который продается в каждом сельском магазине. Легко купить, легко добавить в любой салат. Так что очень такой простой, вкусный дачный салат. В каждом салате самое главное, мне кажется, это заправка. Чем мы будем заправлять салат? Заправлять на любителей. Кто-то любит со сметаной, кто-то с майонезом, а кто-то с маслом. Как душа желает. Ну, Это мы сегодня на здоровый образ любителей, жизни да. будем поддерживать. Давайте Заправим маслом оливковым сегодня. маслом. Пожалуйста, можно. Разговор у нас был с режиссерами, как работала я. Мне, можно сказать, повезло. Я работала действительно с талантливыми режиссерами. Прозат СМБ, это Марсель Хакимович. Я тогда, знаете, какую роль дадут, такую я Вы были играла. согласны? Так, ой, согласна, что вы. Они давали мне и эпизоды, и главные роли, и характерные, и драматические. Но можно сказать, что вы у всех режиссеров были любимицей. Ну, как сказать, давайте скажем, да, любимица. Просто я была, знаете, трудолюбивой и послушной актрисой. Я не оставалась без роли ни один сезон. У каждого режиссера свой стиль работы. Не могу сказать, вот с этим хорошо, с этим плохо. У каждого вот свое видение, свои актеры. Марсель Хакимович, он любил масштабно ставить спектакль. Он любил массовые спектакли. Он давал актерам характер моментально. Как играть уже воображение представляется уже, что хочешь играть, что будешь играть. Он уже моментально говорил, вот так, уже понимаешь, что играть. Прозат Абый талантливейший режиссер, вот ничего его не скажешь. Но он любил чувства, парные диалоги ставить любил он. У него были и масштабные спектакли, но он работал, как сказать, настолько тонкий режиссер. Фарид совершенно в другом стиле, в другом направлении. Иногда я его и понимала, и не понимаю, потому что он молодой режиссер, у него видения другие, он работает с молодыми актерами сейчас, ставит прекрасные спектакли. Последняя работа у меня, неожиданная работа для меня была. Ракаил Зайдулла, у нас талантливый поэт, драматург, он написал пьесу «Уля Пьяратта», «Беззаветная любовь» называется. Про выдающуюся женщину Махлиса Буби, просветитель татарского мусульманского народа. Конечно, эта роль для меня была очень сложной. Это уже не характерная роль. Она не драматическая, она драматическая, но, знаете, невыдуманная роль. Реальный персонаж. Реальный персонаж. Этот спектакль поставил Ильгиз Зайнеев, молодой драматург. Но для меня эту роль было сложно в каком плане. В этот сезон я теряю свою дочь. Я похоронила свою Айслу. Ей было 39 лет. И вот и у этой героини тоже дочку убивают. Совпадение такое вот. Я не знаю, как это получилось. Вот бывает ведь так в жизни. И в жизни, и на сцене. Но
Я отказывалась от этой роли. Фарида уговорила, ради бога, поменяйте, дайте другой актрисе. Я не смогу. Но он мне сказал: Даньяпа, только вы можете это сыграть. И я подумала, думаю, это же моя работа. Я должна любым путем это сыграть, работать. Мы 3 месяца работали над этой пьесой. Было трудно, было. Не могу сказать, что легко. Но я выдержала, Руслан, выдержала. Сыграла вот 4 сезона. И в том году Радик Пареев ко мне подходит: Даньяпа, я вот ставлю такой спектакль. Я бы хотела с вами поработать на старушку. Ой, я говорю, я же не играла старушек. Я не знаю даже, как перейти, знаете, волевых, характерных, драматических ролей играла. И вдруг на пожилую женщину, да, совсем старушка. А всего 4 человека там участвует. Равиль Шарафеев, ваш муж. Я, значит, думала, раз такой талантливый актер около меня, ну как, нельзя подводить. Нашу молодость играли Раиль Шамсуаров и Ляйсан Рахимова. Раиль Шамсуаров, кстати, тоже приходил к нам, готовил у нас. Ну, я согласилась. У нас начался репетиция. Бареев, он и актер талантливый. Я в нем заметила режиссерские данные. Он может режиссером быть. Он так тонко объяснял нам, знаете, ну вот все понятно было. Я говорю, я тебя так понимаю, но смогу ли я вот твою задачу сейчас сделать, сыграть? Не сыграть, а жить. Жить надо, вот, не играть, а жить. 4 октября у нас была премьера. Которая с успехом прошла в театре Камала. Да. Ну, кстати, именно за этот спектакль Даньяпа получила премию Тантана, за что мы ее поздравляем. Спасибо, да. Даньяпа, то ли еще будет на следующий год, исполняется 50 лет, как наша героиня работает в театре Камала. 50 лет. Итак, наш дачный салат готов. Так. Очень красиво он смотрится. Надеюсь, он такой же и вкусный получился. Так. Будем пробовать оба блюда буквально через мгновение. Салат дачный. Нарезали овощи, добавили кукурузу, посолили, поперчили и заправили оливковым маслом. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты сегодняшних блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Даньяпа поделилась своими секретами, и у нас на столе 2 замечательных блюда. Это салат дачный и, конечно же, яблочный бәлеш, алма бәлеша. И кішкене штрих сахарную пудру посыпали. Да, посыпали мы наш бәлеш сахарной пудрой, отчего он стал, мне кажется, намного слаще. И первым я предлагаю попробовать наш дачный салат. Давайте. Бисмилля рахман рахим. Выглядит прекрасно. Мотор, красиво. Вкусно, полезно, быстро, удобно. Возьмите на заметку, это отличный рецепт. Прекрасно. После такого легкого салатика у вас обязательно найдется место и для вкусного пирога С чаем. с чаем. Ну, куда же, мы татары без чая. Так, ну, кусочек вы мне, конечно, большой отрезали. Но мне кажется, этого еще и мало. Большой. Так. Чудесный пирог. Даньяпа, пирог получился на все 100 баллов. И от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды для вас у меня есть подарок. Ой, Рахмат. Настоящая качественная сковорода линии Палитра. Это оригинальное цветовое решение, толстостенный корпус и современное антипригарное покрытие. Прошу вас, готовьте с большое любовью, спасибо готовьте на вам. здоровье. Руслан, вам спасибо, что пригласили меня на такую прекрасную передачу. От души вам благодарна. А мы благодарим вас за десятки ваших и наших любимых ролей. Как говорят татары, умышлар сізге. И до встречи Рахмат. на сцене театра Камала. Рахмат.
Смотрите нас каждую неделю, дорогие друзья. С нами, как всегда, вкусно и весело. До новых встреч. Пока-пока.